Всем огромный привет! Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня посмотрим важные события для вас, дорогие раки. Мы посмотрим основное событие недели, сферу работы, финансов, отношений и подсказку с 4 по 10 октября 2021 года. Напоминаю, прогноз общий, не индивидуальный, поэтому события могут не совсем резонировать с вашей ситуацией. Если резонирует, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, я буду ждать обратную связь в комментариях. В любом случае не воспринимайте все буквально. Все-таки это общий прогноз. Рассматривать мы будем на оракулах. Какие это оракулы, оставлю информацию в инфобоксе. Ну что, раки, давайте-ка смотреть события недели с 4 по 10 октября 2021 год. Дальше работу, финансы и отношения. Все посмотрим сейчас. В любом случае, вы смотрите прогнозы, и своего рода это есть некие, вполне возможно, какие-то подсказки. Пускай не все, да, потому что это общий прогноз, это не индивидуальный, я уже повторюсь, поэтому, ну, какая-то подсказка, может быть, будет в раскладе, поэтому предупрежден, вооружен, я люблю это повторять. Так, ну вот общие события недели у нас уже есть, да? Работа, финансы, отношения, подсказка. И на дополнительной колоде еще посмотрим подсказки. Основное событие недели. Работу, финансы и отношения. Так, основное событие недели мы уже видим, да? Смотрите, вам на этой неделе, наверное, что-то будет связано с работой, либо может быть что-то может быть связано с той ситуацией, которая никак не меняется. То есть у вас на данный момент все благополучно, все стабильно, все так, как ничего не меняется особо. Может быть, если на работе, то будут небольшие деньги вы сможете зарабатывать, если вы, допустим, предприниматель или работаете сам на себя, да. Ну, а так, в принципе, достаточно стабильное положение дел на работе. Вполне возможно, ну, какая-то может быть ситуация, которая не движется с места. Может быть, это работа, на которой вы уже очень давно работаете. И вы зарабатываете там, пускай небольшие деньги, но вы их зарабатываете. Карта еще говорит о том, что нужно, наверное, еще, если хотите больше зарабатывать, нужно что-то предпринимать, либо что-то искать, либо какие-то визитки, может быть, давать, либо искать каких-то клиентов через соцсети. Ну, в общем, как-то что-то предпринимать для того, чтобы было, допустим, был больше заработок. Ну, в любом случае, есть еще такой момент, может быть, у вас есть основная работа, и у вас будет еще и подработка какая-то. И для вас эти деньги будут тоже не лишними, скажем так. Так, в плане работы. В плане работы. Ну, вот, да, если будете искать, смотрите, может быть, для тех, кто ищет работу, те найдут работу. Это будет новая работа. Может быть, это совсем вы можете поменять абсолютно в другой сфере работать. Может быть, ну, кстати, очень неплохая работа, очень перспективная, на которой вы можете хорошо заработать. То есть, опять-таки, перекликается с работой общее, скажем так, общее событие недели. Для тех, кто ищет работу, это нахождение новой работы. Для тех, кто работает уже на работе, это хорошая прибыль на работе.
для тех, кто хочет заняться каким-то бизнесом или что-то начать свое, это тоже карта говорит о том, что это будет достаточно прибыльно. Вполне возможно, вы можете вложить много денег, но и отдача будет такая же. Это что-то вот благополучно развивающееся, да, то есть это бизнес, который впоследствии может дать вам неплохой заработок. Может быть, у вас не совсем, скажем так, это говорит также о том, что, может, вы пойдете где-то стажером работать также. Может, где-то будете пройдете собеседование, и вам нужно будет в этот момент проходить испытательный срок. Ну, в принципе, деньги вам за это заплатят столько, сколько скажет, ну, столько, насколько у вас там договоренность, допустим. Да, вот, наверное, может быть, у вас еще где-то в какой-то сфере мало опыта, но здесь говорится о том, что если вы будете продолжать работать на этой работе, то это будет перспективно, опыта вы наберетесь и будете неплохим сотрудником. То есть это только начало. Так, в плане денег, да, то есть все зависит от женщины. Либо это вы, допустим, если вы женщина взрослая, скажем так, за 40 лет, то вполне возможно, даже не за 40, за 30, скажем, пускай так будет, за 30 лет, то, в принципе, деньги у вас есть, у вас стабильная денежная подушка есть, в деньгах вы нуждаться, вернее, в деньгах всегда все нуждаются, как бы тут правильно сказать. В принципе, есть у вас такая вот финансовая подушка, и вы себя будете чувствовать комфортно, да. Либо на этот момент вы можете зависеть от денег женщины. Вполне возможно, вы вместе живете под одной крышей, да, и вот если смотрят, допустим, молодые люди, да, то на данный момент деньги вам в любом случае всегда деньгами, финансами может помочь взрослая женщина, либо бабушка, либо мама, ну вот, либо женщина, которая за 40, скажем так. Давайте-ка еще посмотрим. Да, в принципе, денежная стабильность здесь присутствует. То есть в деньгах, в финансах, в принципе, ничего плохого здесь нет. То есть есть какие-то перспективы. Если вы, допустим, пошли работать, и у нас, естественно, всегда работа с финансами связана, то это перспективы наперед. То есть финансовая стабильность, но не сейчас и срочно, да, вот, а где-то на перспективу, где-то в планах, да, есть такая стабильность у нас финансовая. Так, смотрите, в принципе, если вы себе что-то запланировали, если у вас в планах, допустим, что-то приобрести, то у вас получится. У вас получится, ну, наверное, ближе к концу недели, скажем так. Если вы хотели, вот по поводу недвижимости, вложить в какую-то недвижимость, то да, это, в принципе, можете подписывать договор, и неплохая вот карта для подписания договора. Если брать кредиты, то, ну, навряд ли, не берите лучше. Вот, если, хотя, ну вот разве только что вот на недвижимость, то тогда да, ну вам придется очень долго отдавать эти деньги. Вот, если вы хотите одолжить, то одолжит вам ваши домашние, либо кто-то из круга семьи, скажем так, родственников, кто-то из родственников. Вот такая вот карта. Так, в плане отношений. В плане отношений тоже все замечательно и прекрасно. В плане отношений, если вы замужем, женаты, то это хорошее стабильное положение. Это
хорошие отношения, это походы вместе куда-то отдыхать, это крепкая семья. Если вы одиноки, вы можете встретить и либо девушку познакомиться, либо молодого человека или мужчину. То есть для отношений на знакомство это положительная карта. Вы можете познакомиться. Если вы уже в паре, просто на стадии встреч, допустим, или просто проживаете вместе, то это тоже хороший, благоприятный период на это время. Стабильные, потенциальные, крепкие отношения. Так, какой же для вас совет? Мы посылаем ваш разум и сердце мощные волны любви, пробуждающие в вас любовь к самой жизни. Это пробуждение любви вызвано вашим твердым решением принять и углубить наметившиеся романтические отношения. Позвольте себе сполна насладиться этим замечательным чувством во всех его чудесных проявлениях. И здесь карта Купидон говорит о новых знакомствах, о любви, о глубоких чувствах. Так, вот такой вот расклад для вас. Раки с 4 по 10 октября. Спасибо всем за просмотр. Всем счастья, удачи. Пока-пока. До новых видео.